Так называемая микс-инфекция в наступившем эпидсезоне грозит жителям Коми. Это сочетание гриппа и новой коронавирусной инфекции. Об этом на заседании комиссии по здравоохранению в Общественной палате Коми заявили врачи-эпидемиологи. И по словам специалистов, единственный способ обезопасить себя – пройти вакцинацию от гриппа. Любовь Лапина подробнее. В этом эпидсезоне в Коми создано 793 прививочные бригады. Это небывало много. А еще в регионе введен ежедневный мониторинг вакцинации населения. В образовательных и медицинских учреждениях республики сейчас идет активная профилактическая работа. Медики призывают жителей Коми массово вакцинироваться и создают для этого все условия. Чтобы не вызывать очередей в поликлиниках, заработали передвижные пункты вакцинации, причем не только в крупных городах – Сыктывкаре, Ухте и Воркуте, но и в Печоре, Усинске, Вуктыле, Сосногорске и Инте. Выезжают на прививки бригады и в Сысольском и Усть-Куломском районах. И вот итог такой массовой работы. На сегодня вакцинацией охвачено уже 42% населения из 60 планируемых. Также вакцинируем студентов всех учебных учреждений, которые располагаются на нашей территории. И очень широко мы вакцинируем на дому маломобильных граждан, которые не могут прийти в поликлинику, либо из-за коронавируса старше 65 лет находятся дома. Значит, у нас организована иммунизация на территории торгового центра «Макси». Суббота-воскресенье, в наиболее такое время, это с 11 до 4, пиковое время. То есть все желающие могут там привиться. Иммунизация. Сегодня это самый надежный способ профилактики гриппа. Вакцина призвана защитить от штаммов, которые, как полагают эпидемиологи, будут наиболее активны в предстоящем сезоне. При этом считается, что прививка от гриппа может помогать и при других респираторных заболеваниях, ведь она в целом стимулирует иммунитет. Действует ли этот механизм в отношении новой коронавирусной инфекции, пока неизвестно, но специалисты отмечают, мы точно можем говорить о том, что прививка от гриппа поможет защититься от микс-инфекции. Осенью мы можем столкнуться с микс-инфекцией. Это грипп и коронавирус, и никто не знает, как она будет протекать, и возможно ли вообще заразиться и гриппом, и коронавирусом одновременно, и как они могут повлиять друг на друга. Острое осложнение верхних дыхательных путей, лор-органов, легких, сердечно-сосудистой и нервной системы. Вот к чему может привести заболевание таким привычным для нас и часто уже не таким пугающим гриппом. А между тем, как отмечают медики, организм переболевшего гриппом ребенка восстанавливается целый год. Что же будет, если при такой нагрузке человек подхватит еще и ковид? Медики пока только могут строить догадки и рекомендовать все же строго соблюдать все советы врачей. В России изобретены и внедряются первые вакцины это специфическая иммунопрофилактика. Пока до массового применения этой вакцины не дошло, в общем-то, страна работает в этом направлении. И пока вакцина от коронавируса до нас еще не дошла, уже сейчас очень важно привиться от гриппа, ведь между этими процедурами должен пройти как минимум месяц. При этом все беспокойства о возможных осложнениях, как правило, напрасны. Современные вакцины крайне редко вызывают побочные эффекты. Осложнения могут быть сразу после иммунизации. Это легкое недомогание, может быть температура, может быть озноб, может быть боль в мышцах, то есть как будто бы вы заболели. Но эти все симптомы проходят сами через 1-2 дня. Врачи говорят, важно заботиться не только о своем иммунитете, но и о коллективном. Вот почему лучше лишний раз остаться дома при недомогании, надеть маску при походе в магазин, избегать массовые скопления людей. Любовь Лапина, Ульяна Хромых, Павел Люнинмин, телеканал Юрган.